В очереди на погрузку в Каахемском угольном разрезе в день стоят более 400 машин. Потребители вынуждены занимать очередь с 3 часов ночи, а то и вовсе ночевать. Так, не найдя возможности приобрести уголь участников, Татьяна ждет открытия горнорудной компании, чтобы купить уголь не только для себя, но и для своих родителей. Отопительный сезон давно начался. У меня ребенок. Я не могу согреть ребенка. Мне надо где-то добывать уголь, чтобы прожить зиму. У меня нету газели, чтобы я смогла заехать. И от перекупщиков тоже нету денег взять. То есть там цена 3000 за тонну. У меня таких средств нету. Мы вчера подъезжали так-то сюда. Нас не пустили, то есть не пускали вчера. Вообще газели вот эти маленькие машины. Вот уехали, а сегодня увидели, что уже спускаются, это загруженные, и приехали. Пускают. Ограничение на погрузку малотоннажных машин углем горнорудная компания объясняет техникой безопасности. Отделение Народного фонда уже завтра проведет совещание, в рамках которого попытаются найти решение той проблемы. Изменение графика работы угольного разреза с целью более полного ответа на запросы жителей. График работы угольного разреза мы хотим предложить в 2 смены, хотя бы на сентябрь и начало октября. И хотим также предложить, чтобы они продолжали отпуск угля и в субботу тоже. Кроме того, мы хотим предложить Министерству экономики, чтобы индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажей угля, включили в состав индивидуальных предпринимателей, которым требуется господдержка. Все это сделано для того, чтобы цены на уголь не росли. К участию в совещании приглашены представители Министерства топлива и энергетики, службы по тарифам, Министерства экономики, мэрии города Кызыла, а также Кызылского гортопа и Тувинской горнорудной компании. Ситуация по работе Тувинской горнорудной компании, как мы видим, они сейчас работают, то есть у них график работы отпуск угля частным лицам, то есть есть утвержденный график с понедельника по пятницу. То есть так и было, что в субботу там они работали с организациями. До 3,5 тонн техника, да, так скажем, легковые на прицепах, отгрузку угля со склада, то есть на забой, на сам разрез, чтобы не ездили. Потому что это соблюдение техники безопасности, потому что там отгрузка угля идет эскаватором, у них ковш, объем около 5000, да, получается, и поэтому, то есть около 5 кубов, поэтому, в принципе, для легковых автомобилей это небезопасно. Напомним, правительство республики приняло решение о снижении цены на уголь. Регулироваться должна и доля транспортных расходов в общей стоимости тонны угля. Но, как показывает практика, частные лица и индивидуальные предприниматели руководствуются своими интересами. Вопрос погрузчика для легковых автомашин твердым топливом решат в ближайшем будущем. И запрет на загрузку легковых автомашин будет снят. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Кузел Сарых Сарен, Тува 24.